Меня зовут Байсары, я учусь в 11 классе в 173-м лицее. В Альфа Академии я начал учиться с февраля прошлого года. У меня есть один друг, сосед мой, живет рядом с домом. Вот он учился в Альфа Академии, поступил в Польшу, там, сдал экзамены, все легко. Вот он мне как-то рассказал, я своим родителям рассказал, вот мы пришли и так сами посмотрели, тоже захотели обучаться здесь. Вообще не жалею. Это одно из лучших решений за последние пару лет, я считаю. Организованность, вот эта сплоченность, вся команда, как семья уже. Вот вместе все решают проблемы, можно у любого попросить о помощи. Вот это классно, я считаю. Я получил 6 приглашений, 5 из них это американские вузы, и один вуз оставшийся это вуз из Гонконга, Chinese University of Gongkong. Он входит в топ-50 университетов по всему миру, но, если быть точнее, на 43-м месте. По IELTS я набрал 6,5 баллов, а если по секциям, то самый высший балл был по секции Listening 7,5, самый низкий балл был по секции Writing 6 баллов. У учителей очень хорошие методы, очень полезные, я считаю, потому что за краткий срок в полгода, вот с февраля прошлого года до октября, я, считайте, подготовился к IELTS, вот много всего узнал. Я считаю, что самая распространенная ошибка – это недооценивание себя, это страх подавать какой-то. Многие думают, что вот я сейчас подам, все равно не поступлю, да зачем это все. Я считаю, что так нельзя думать, нужно подавать, пока есть возможность, везде нужно подавать. Я считаю, что мне английский учить с детства легче, потому что я всегда любил играть в игры, там знание английского языка очень нужно. И я всю жизнь любил слушать музыку не отечественную нашу, не русских исполнителей, а более английскую, с запада вот это все. Скорее я бы сказал себе больше учить английский, больше напрягаться над IELTS, чтобы набрать чуть больше, потому что мне не хватило там буквально чуть-чуть до 7 баллов. Вот я бы такой бы себе совет дал. И во-вторых, я бы себе сказал подавать и еще раз подавать везде. Пока есть возможность, надо подавать, пока дедлайны открыты. Считаю, что даже если не взял один университет, там второй, все равно в любом случае какой-то один возьмет, поэтому нужно подавать. Я считаю, не нужно бояться вот этот лишний стресс, это все страх. Это может являться ключевым фактором, когда там будете экзамен сдавать какой-то. Вот поэтому я считаю, что вообще бояться это того не стоит. Трудно было, я считаю, что вот эти изучение информации, изучение университетов, там какие документы нужны, вот это все там, изучение информации насчет стипендий, вот эти все подсчеты, это очень изматывало, честное слово.